Сегодня легенда гибридостроения. Тань. Кто узнает эту мордашку? Легенда. Итак, легенда. Беспробежка была в прошлом году. В прошлом году была куплена на авторынке, наверное. Ну ладно. Легендарный Prius 20. Легендарное крепкое литье. Мне очень нравится оно. Прям всегда его хотел на какой-нибудь. Они, в принципе, на Алионы ставятся. Ну, Алиона подобный разбег. Настоящий крепкий прям. Видите, сколько алюминия не пожалели, ребята. Ну, что тут у нас? Салон. Ну, устарел, конечно, но все равно имеет место быть. Велюр. Тут темный салон. Бывает у нас салон светлый. Имеется мягенький. Тут пластик. Тут что? Тоже пластик. Мягенькие велюровые штучки. Тут тоже велюр. Салон, в принципе, достаточно. Вот сетка вентилятора. Ну, с этим мы тоже еще потом разберемся. Так, багажник посмотрим. Итак, раз, два. Опа. Багажник у нас. Багажник тоже четкий, можно все что угодно возить. Раскладывает и спальное место. В принципе, даже вот, смотрите, как Prius. Какие-то накидочки прикольные на липучечках. Как вариант вообще вот такие накидочки тоже делать. В принципе, кто швея, может, в принципе, на заметку взять. Вдруг у меня швея есть в подписчиках. Вот. Показываю специально пальчики аккуратно. Тут еще можно такие, ну, накаточки нарисовать и рекламу приклеить. Что-то тут еще рассказано, как делать, как не делать. В общем, еще можно поднять, показать, что под низом. Сейчас, секундочку. Такие специальные штучки есть. Хоп. Чтоб ничего не прыгало, ничего не бегало. Все пластик, видите, какой чистенький. Это беспробежка. Поэтому ничего в салоне не зашоркано. Никакой грязи. Вот ворс такой приятный. Ничего не зашоркано. Без пробега есть без пробега. Вот такое состояние надо сохранить подольше. Смотрите, какая большая ниша там. И под этой внутри ниши, внизу еще банан настоящий. И смотрите, какой мат лежит. Все четко прям. Классно. Мне нравится. Багажное отделение здесь. Вместе все, инструменты, все. Плюс вот так открывается. Хэтчбэк называется. Но это классика. Классика. Корма мощная. Номер. Тоже номер красивый. 270. Ну, что тут по резине? Стандартная, наверное, резина стоит. Тойо. Размер 185. Можно 195 поставить. Помягче будет. 65 на 15. А вообще максимально 205 на 70 можно воткнуть. В принципе, сейчас гляну я здесь, что. До стойки приличное место. В принципе. Вот. Ну ладно, будем разбирать. Сейчас у нас задача снять эту фару, снять чуть-чуть, отщелкнуть бампер аккуратненько. И поменять помпу инвертора. Помпа инвертора просто уже, ну, сами понимаете, возраст есть возраст. Поменяем, и будет все классно. Ну что тут, легендарный стоит двигатель 1НЗ, без всяких ЕГРов и так далее. Большой фильтр воздушный, а не так, как сейчас на Акве маленький. Большой воздушный фильтр. Инвертор вот такой вот имеет крышку большую. В принципе, эта связка на пятихатку ходит 500 тысяч километров. Сигнализация уже установлена. Релюшки здесь. Здесь большой блок тоже релюшек. Вот. Что еще тут? Омывайка вот так вынесена. Омывающая жидкость. В принципе, никакого колхоза здесь. Все чистенько, аккуратненько. Блин, приятно. Сейчас продуть просто. И все нормально будет. Шумочка есть, шумоизоляция специально, чтобы двигателя слышно не было. Здесь вот ВИН номер спрятанный.
Ну все, наша задача сейчас вот открутить вот эту штуку, достать помпу, поменять. Ну все, буду заниматься. В общем, чтобы снять фару, не надо там никаких хитрых приспособлений. Раз, чуть-чуть отстегиваете бампер, здесь отгибаете, и вот болтик вот здесь закручивается, вот сюда, видите? Раз. Фара крепится вот здесь, болтик, вон там вот он, ну, где-то он, короче, вот здесь, видите, он черненький, такой же, как здесь, на 3 болтах, и один здесь. Фишечки отстегиваем, и вот наша помпочка, которую нам надо поменять. Вот, пожалуйста, помпа. Сейчас мы ее благополучно поменяем. В общем, поменяли помпочку, жужжит, мощно все крутится. Прям в этом булькает. Слушайте, как булькает. Вот так должно быть. Не знаю, увидите, нет, вот. Хоба. Прям вода. Вытекает, затекает. Булькает прям конкретно. Вот, видите? Вот это правильная работа. Вот такой звук должен быть. Грубо говоря, эта помпочка напоминает мне работу насоса в стиральной машинке. Тоже так же делает. Турбинка обычная. Вот. Обычная турбинка. Но это уже походило. Для интереса, может быть, ее располовинить когда-нибудь. Хотя можно вот использовать ее. 12 вольт же она. Блин. Как эту можно использовать ее в лодочном моторе. Как помпу, как вариант. В принципе, она для двигателя уже не годится, для двигателя, но для каких-то нужд, там что-то откачать и так далее. Просто вот такую фишечку отрезать где-нибудь с распила. А хотя какие, просто сделать и все. Типа погружного такого. Здесь шланчик сделать, чтобы он засасывал, ну, в лодку, а здесь, чтобы выкачивал. Чем не помпа? 12 вольт же. Так что будем пробовать, экспериментировать. Все, ставим на место. Зима наступит. В общем, смотрим сюда. Я уже показывал. В инверторе залито. Блин, явно. Сейчас, секунду. Во. В инверторе залито минус. Ну, там 25. Ё-моё, что такое? Во. Минус 24 где-то. Это плохо, для наших суровых зим не прокатит. А здесь залит зеленый какой-то. Сейчас мы его проверим. Так, здесь у нас тоже минус 25. Не катит. Вот видите градацию, да? 2 шкалы. Одна, видимо, разбавили или что там, может, добавили какой-то концентрат. В общем, на зиму надо будет в 2 контурах поменять. Иначе просто прихватит. Обычные татачи. Где-то у меня ролик есть. Вот. Татачи зальем. Ну, ближе к зиме. Сейчас пока можно так покататься. Так что, ребят, тоже можете проверить, что у вас в контурах. Если есть такой приборчик прикольный. Вот такой приборчик. Как это называется, интересно. Всегда забываю название этого приборчика. Поэтому чисто для рефрактометр называется. Вот такие вот гаджеты есть. В общем, еще такой момент скажу, какие фары, если у вас фара перегорела, какой размер лампочек. Простой размер лампочки H4 с 3 коннекторами. Самый совдеповский, блин, как у меня в Жигулях было давным-давно. Ну и вот обычные лампочки тут на габаритке, на туманочку. Все, как-то. А, тут еще видите, разъем такой, когда ксенон прокачанный, когда юбилейные есть. Юбилейный вот здесь блок розжига ксенона стоит. В общем, вот такая фара. Обычная фара. Посмотрим, кстати, что-то она как-то выглядит мне. А нет, тойотовская. Все, Джапан. Все нормально. Видите, 2010 год или какой 11. И вот такое состояние.
В принципе, пластик. Вообще супер. Без пробежки есть, без пробежки. Раму не ставили, это ставить. Ставили Арик. Оставили. Ну, можно было бы ее тоже поставить. Ну, в принципе, она нафиг не нужна, раз есть родная. Ага. Ну все. Помпочку поменяли. Антифриз бегает. Вот, 20-очка